Между двумя государствами России и Абхазии налажены мощные образовательные, также культурные связи. Это взаимодействие необходимо развивать, отметила исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталья Красовская, открывая мероприятие. Сегодняшнее открытие имеет особенное значение. Абхазия для России страна братская, страна очень значимая. Нас связывает история. Нас связывает колоссальное количество событий, которые имели место в истории обеих стран. У нас очень мощные культурные связи, у нас замечательные образовательные связи. И это говорит о том, что наше взаимодействие в этих направлениях можно и нужно развивать. В условиях быстро меняющегося мира весьма важно продолжение сближения России и Абхазии, а открытие филиала Центра народной дипломатии будет способствовать этому, уверены участники встречи. Уверен, что Центр народной дипломатии внесет весомый вклад в процессы совместного образования, обмена студентами, сближения наших вузов. И, как вы знаете, стартовали проекты между Госуниверситетом Абхазии и НГТУ. Это только начало. При Центре народной дипломатии создан консорциум вузов. В него на сегодняшний день входит 29 вузов, и консорциум только растет. Безусловно, развитие народной дипломатии – это очень важный шаг, и с учетом наших добрососедских отношений с Республикой Абхазия, которые носят союзнический характер, развитие гуманитарного сотрудничества и в том числе открытие Центра народной дипломатии будет, безусловно, во благо, скажем. Роман Дбар отметил знаковое событие и подчеркнул, что существует официальная дипломатия, представленная жесткими протоколами. Но помимо этого есть и народная дипломатия, у которой, безусловно, есть свои сильные стороны. По мнению Дбар, народная дипломатия может помочь компенсировать асимметрию между маленькой Абхазией и большой Россией. Абхазия и Россия – это не просто очень часто в протоколах фигурируют там стратегические партнеры. На самом деле это отчетливое союзническое взаимодействие, которое сегодня проявляется практически во всем. Это очень хорошо видно на фронтах, где наши ребята плечом к плечу, бок о бок с российскими находятся на самых передовых рубежах. И это касается всех остальных направлений. Центр народной дипломатии работает в 9 странах, и, как отметила директор Центра Наталья Красовская, это не предел. Дарья Боровикова, начальник управления довузовского образования и организации набора Новосибирского государственного технического университета, отметила, что главная цель – выстроить качественное и продуктивное взаимодействие с вузами других стран, особенно техническими университетами для достижения технологического суверенитета страны. Это, по словам Дарьи Боровиковой, одна из главных задач России и Абхазии. Именно такой проект многослойный и есть международное технонаставничество, которое мы счастливы запустить с Абхазским госуниверситетом. В нашей общей идее он приведет, возможно, к открытию совместной образовательной программы. Это программы 2 дипломов. Сегодня в НГТУ их более 20 с 5 странами мира. И повысит уровень образования в наших странах, и повысит ориентацию школьников, выпускников школ Абхазии на обучение на технических и, естественно, научных направлениях АГУ, увеличит этот поток и тем самым поможет закрыть ту кадровую потребность, которая сегодня есть. Начальник театрально-концертного управления Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова поблагодарил за идею вовлечься в ту большую работу, которую ведет Центр народной дипломатии. Конечно, вот взаимосвязь и глубочайшая связь образовательная, культурная, творческая с нашими коллегами. Ну, я уж не говорю по всему миру, но сейчас мы говорим о нашем российском пространстве и близлежащих государств. Поэтому, когда поступило вот такое предложение от Натальи Рудольфовны поучаствовать вот в этих проектах, мы восприняли их
конечно, может быть, не без особой осторожности, но вместе с тем с большим интересом. Также на мероприятии отмечалась важность развития абхазского языка, аспекты его изучения и уровня сложности. Мы действительно очень беспокоимся о развитии своего языка. Это один из самых сложнейших языков мира. Все говорят китайский, ну просто китайцев много, о китайском языке знают все. Но мало знают, кроме специалистов, что представляет собой по сложности абхазский язык. И он достаточно сложен, он сложен в фонетическом, он сложен в грамматическом отношении. И если ребенок с детства не осваивает абхазский язык, он его уже практически не освоит никогда. Центр уже запустил совместную программу между АГУ и Новосибирским государственным техуниверситетом, одним из ведущих в России. К проекту подключилась Черноморэнерго. Планируется, что он охватит 10 школ, не только в Сухуми, но и в районах. Параллельно готовится возможность запуска совместных образовательных университетских программ, которые могут вылиться в программу двойных дипломов. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.